В первый раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился в возрасте 25 лет на 40-летней вдове Хадидже, радиаллаху анха, имеющей детей от первого брака. Они прожили счастливо 25 лет, и он, отдав этой женщине самые лучшие годы своей жизни, не женился во время брака с ней на других женщинах. После Хадиджи, радиаллаху анха, его женой стала одинокая 50-летняя вдова Савда, радиаллаху анха. Кроме Айши и Марии, радиаллаху анхумма, все жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были либо вдовами, либо разведенными женщинами. Как уже было сказано, до 53-летнего возраста у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была только одна жена. Его многоженство приходится на последний мединский период его жизни, и на это были весьма серьезные социальные, политические, нравственные и религиозные причины. Следует сказать, что многоженство не было введено пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Оно существовало в разных частях мира еще до прихода ислама, в том числе и на Аравийском полуострове. Ислам, с одной стороны, предоставляет женщине много прав, а с другой стороны, рекомендует жениться на более чем одной женщине, если есть такая необходимость, а в некоторых ситуациях ставит многоженство условием соблюдения справедливости. Когда был ниспослан аят, ограничивающий количество жен 4, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был женат на 9 женщинах. Те, кто были женаты на более чем 4 женщинах, были вынуждены выбирать и оставить лишь 4. Жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, матери правоверных, в случае развода уже не могли выходить замуж ни за кого другого и обречены были до конца своих дней оставаться незамужними. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предложил каждой из них развод, ни одна не дала согласия на него. По этой причине пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было позволено оставить их всех своими женами. Религиозные исламские знания интересовали женщин не меньше, чем мужчин. Половину последователей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, составляли женщины. Им также было необходимо знать предписания ислама, касающиеся семейной жизни. И жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сыграли неотъемлемую роль в образовании и воспитании мусульманских женщин. А в тех вопросах, которые касались именно женщин, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал своих жен источником знаний для них. И даже когда женщины приходили с вопросами к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он перепоручал их своим женам. Хотя и не всегда, и не во всем одна женщина могла нести такую ответственность. Во многих вопросах для их лучшего объяснения было необходимо учесть разные точки зрения. Поэтому, чтобы в точности передать и донести все то, о чем говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, помощь его жен была необходима. Айша, радиаллаху анха, обладавшая острым умом и хорошей памятью, как никто другой понимала суть многих вопросов шариата, в особенности касающихся женщин, и уже после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на протяжении многих лет она давала мусульманским женщинам руководство и внесла неоценимый вклад в разработку основ шариата. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно все это имел в виду, когда сказал: «Обучайтесь вашей религии у Айши». Другой мудростью женитьбы на Айше, радиаллаху анха, являлось то, что она была дочерью Абу Бакра, радиаллаху анху, который, находясь с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вдвоем в пещере Севр, скрепил себя с ним. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил Айшу, радиаллаху анха, объясняется тем, что она легко, но с невероятной глубиной воспринимала то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал ей о религии.
Хотя Зайнаб и София были намного красивее Айши, радиаллаху анха, первыми, от чьего имени передавались хадисы, дошедшие до нас, в большинстве случаев были именно от его любимой жены. Каждая из жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имела свою историю и отдельную причину, по которой он женился на ней. На некоторых он женился, желая вознаградить за то, что они претерпели во имя ислама. Поэтому он женился на Умму Саляме, Умму Хабибе и Савде, радиаллаху анхунна. Эти женщины ради ислама переселились в Эфиопию и овдовели, потеряв своих мужей. Другой причиной, по которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился, было желание привлечь соплеменников этих женщин к исламу, погасив огонь вражды. Так он женился на Софие и Джувайрии, радиаллаху анхумма. На Айше и Хафсе, радиаллаху анхумма, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился из уважения к их родителям, желая установить с ними родственные отношения. Исходя из того, что лучшие годы своей жизни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прожил только с одной женщиной и не брал других жен, не следует полагать, что его последующее многоженство имело какие-то корыстные цели. А понять то, какие высокие цели стояли за всеми этими браками, могут лишь те, кто обладает пониманием веры, проницательностью и искренностью. Если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, став многоженцем, желал удовлетворить лишь желание плоти, как считают недоброжелатели, тогда ему не следовало бы посвящать лучшие годы своей жизни вдове, имеющей детей, которая к тому же была старше него на 15 лет. Те ограниченные люди, которые видят в женитьбе лишь удовлетворение желаний плоти, не способны постичь истинных мотивов этих поступков. Умы и сердце, занятые своими страстями и желаниями, делая столь несправедливые и оскорбительные выводы, разоблачают лишь собственную темноту и пошлость.